Рамзан Баканаев, краевед. Ну, что касается чеченской башенной архитектуры, действительно, это очень интересная сторона, скажем, истории чеченского народа. Поистине, чеченская башенная архитектура – это уникальное явление в мировой культуре. И, естественно, каждый чеченец, скажем, патриот своей родины, он уделяет огромное внимание изучению этих башен и все, что связано с башнями. А с башнями, естественно, связано у нас очень многое тысячелетия благодаря этим башням, различным укреплениям в горах, тесным ущельям. Чеченский этнос сохранил себя как народ, сохранил язык, культуру, традиции, тысячелетиями наработанные адаты. То есть мы сохранились и сохранили свой язык. Конечно, вот этот момент, когда мы говорим, как вот говорит Лечи Ильясов, известный этнолог, являемся ли мы вообще равнинным населением, или, может быть, мы все являемся горцами, чеченцы? Конечно, действительно, ареал распространения, расселения чеченского этноса, конечно, гораздо обширнее, об этом говорят многочисленные записи, свидетельства русских, советских историков, военных офицеров царской армии. И когда, принимая бой на равнине с многочисленными татаро-монголами или другими кочевыми племенами, чеченцы до истощения сил воевали с ними. И когда этнос был на грани уничтожения, они уходили в горы, закрывались в тесных ущельях и уходили воевать. И Всеволод Миллер, который был в Чечне в середине XIX века, говорил, что жители Аргунского ущелья, к примеру, он берет одно ущелье, он говорил, что жители Аргунского ущелья прятали женщин, стариков, детей в башнях, в тесных ущельях и уходили встречать врага. Есть по сей день работы по изучению башен, по изучению башенной архитектуры продолжаются. Конечно, здесь не обходится без таких моментов, когда, казалось бы, вот передо мной картина Шатойской башни. Так вот, в историографии много сказано про тех исследователей, которые видели эту башню. Возьмем, скажем, Ипполитов, комендант крепости Шатой, исследователь Лаудаев, Всеволод Миллер, художник Дюстердик, ну кто не был на этой башне, и все они описывают эту башню как башню с плоским перекрытием. И в Шатойской котловине также жители селения Ханикали также утверждали, что в древности в их центре села Ханикали находились две башни, и они были без крыш, то есть с плоским перекрытием. И такие моменты мы видим в некоторых данных, в изучении работы исследователей, историков. То есть башни, своя архитектура, крупные оконные проемы, дверные проемы говорят о том, что это своеобразная архитектура. Мы также замечаем и другие башни. Мы можем сравнить даже, скажем, вы видите, Хуландойская башня, чем-то напоминает Шатойскую башню. Конечно, башни, они, скажем, Хайбахская башня. Ну, старая башня, старинная башня,
была расстреляна уже после военных событий в Чеченской Республике. Она была расстреляна, и, естественно, мы видим разницу в архитектуре, скажем, Хуландойской, Шатойской башни, некоторых башен Шаройского, крепости Шаройского историко-архитектурного комплекса, и, естественно, Хайбахской. Разницу в башнях, в архитектуре мы видим, скажем, и на примере Ушкалойской башни, то есть наскальные башни убежища Николаевские, Гарбегал и другие. То есть разница огромная. Мне посчастливилось в свое время наблюдать, воочию видеть, скажем, башню, Хойскую башню. Это башня с древнейших времен. В некоторой степени она напоминает Сванскую башню по своей архитектуре. То есть можно долго изучать наши башни, интересоваться, выявлять те объекты, где раньше находились эти башни. Что касается вообще предназначения башен, их функциональности, скажем, их фортификационных свойств, башни сигнально-сторожевые и боевые, они не приспособлены для жилья. Конечно, по необходимости они временно заселяли башни и проживали там. На примере Шатойской башни ученые видели, что она была изнутри обмазана глиной. То есть не потому, что башня была именно предназначена для проживания, а потому, что не было места, где жить жителям, и они временно заселяли эти башни. Известно, что и на равнине, и в горах наши селения уничтожались, сжигались, и люди строились, разбирая башни, строили, в землянках могли жить, народ выживал как мог, и временное проживание в башнях, это понятное дело. И вот эти башни, вы обратили внимание, вход в сигнально-сторожевую и боевую башню со 2-го этажа. Люди забирались по лестнице, забирались в башню и забирали за собой лестницу. То есть это практически, скажем, крепость. Мы знаем, что башни бывают и забутованным первым этажом. Первый этаж полностью забутован, и в случае разрушения, если пробили брешь в крепости в этой башне, башня не теряла устойчивость. И, естественно, мы наблюдаем некоторые боевые башни, которые в течение определенного времени они обрастают жилыми башнями, обрастают также и другими стенами. Вот обратите внимание, Николаевская башня, полубоевая башня, и здесь выстроена стена, то есть с уязвимой стороны обычно строили башню, то есть строили стену, заградительную стену, строили также и машиколи, то есть это балкончики, откуда обстреливали. Ну, здесь можно, здесь яркий образец, скажем, такой, здесь можно встретить и полубоевые башни, вот то, что мы видим. Здесь можем увидеть и жилые башни, боевая башня, которая находится прямо в центре села. И, естественно, мечеть, вот мы видим уже более поздней постройки, мечеть. А жилые башни, они имели вход с 1-го этажа. На 1-м этаже размещался скот. Конечно, некоторые грешат, когда говорят, что боевая башня предназначена была для жилья, и на 1-м этаже якобы скот размещался, 2-й этаж там хозяин, 3-й там для гостевой. Это неверно. Это чисто оборонительного характера объект, который мы видим. И вот эти вот боевые башни, конечно, и сигнально-сторожевые. У них и машикули есть, и бойницы есть, и смотровые щели. То есть в случае чего они также могли вести оборонительную войну. Это что касается сигнально-сторожевых и боевых башен. И вы обратите внимание, что сигнально-сторожевые башни, они обычно бывают на возвышенностях, на отшибе, на краю, где-то на окраине села, где-то на возвышенности, с таким расчетом, и построены они с таким расчетом, чтобы 2 башни, то есть очередная башня видна была с этой башни. То есть мы имеем дело с великой башенной сигнальной системой.
Вообще, почему она великая? Действительно, если судить по их предназначению и той пользе, которую они принесли народу, действительно, это великая башенная сигнальная система и реал распространения этих башен. Эти башни были не только в горах, они были и на равнине, начиная с бассейна реки Кубань и до самых дальних горных аулов эти башни стояли, и горцы были обучены принимать и передавать сигналы. Естественно, сигналы были разные. На сегодняшний день мы знаем о 3 видах сигнала. Это костры на башнях, дым и звуковой сигнал. Воины были обучены приему и передаче этих сигналов. И, как говорит Миллер, как говорит Адольф Берже, он был в Чечне в 1850-х годах, и он говорит, что даже в середине 19 века горцы еще пользовались сигнальной системой, то есть помогал этот сигнал. И мы знаем, что русский классик 19 века Лев Николаевич Толстой отдыхал со своим другом Садом Месербиевым. Он любил подниматься на Терский хребет и созерцать оттуда всю чеченскую равнину и крепости Грозная, и Ханкальское ущелье, и Черные горы, и белоснежные вершины чеченских гор. Конечно, это очень красиво. И, как говорил русский офицер на 19 века, расквартированный Горячеводской, он пишет, что в 2 верстах от Горячеводской на горе стоит башня. То есть она могла стоять только на Терском хребте. И в районе 8 марта, сегодняшний Грозный, там также стояли башни. То есть везде здесь на равнине стояли башни, каменные башни, а в некоторых местах, там где дефицит камня, были срубовые башни. То есть это была Чечня, была башенной страной. То есть и в истории сказано, что никогда чеченцы не выходили за пределы своего расселения с целью захвата чужих территорий. И вот эти фортификационные свойства этих башен говорят о том, что они несли оборонительный характер. Быт горцев своеобразен. Мы знаем башни, даже в Чечне есть эти башни с элементами циклопической постройки, это разрушенные башни. Есть у нас в Чечне и башни, которые были воздвигнуты, по данным исследователей, 2700-3000 лет назад воздвигнутые башни по сей день стоят. Некоторые башни, естественно, они стоят не в первозданном виде, они несколько измененном виде. Скелет той башни, которая была построена несколько тысяч лет назад, сохранилась, но в средневековье эти башни, они перестраивались, где-то переделывали. То есть башни имели свойство трансформироваться. И почему это происходило? Потому что когда угроза извне, жилые башни, они могли тут же построить мошеколи, дополнительные бойницы, там закрыть первые этажи и так далее. То есть они готовились, строили вот эти вот оборонительные стены. То есть это быт менялся, быт горца менялся. И обычно у нас вот яркий пример, если кто был в крепости Пхакоч в Итумкале, там видели средневековой, мы имеем возможность наблюдать средневековой быт горца со средних веков, то есть как люди жили, как был устроен их быт, где размещались, чья комната. То есть гостевая комната, понятно, любой чеченец, даже сегодня, когда строит новый дом, он имеет в виду, он уже знает, что
у него должна быть в доме отдельная комната для гостей. Он должен всегда принимать гостей, и у него должна быть комната. И эта комната не будет обжитой, то есть в каком плане? То есть члены семьи не будут проживать в этой комнате, то есть эта комната чисто для гостей. То же самое происходило и в таких вот жилых башнях, вот то, что мы видим, жилые башни. Еще тысячи лет назад они были несколько этажов, 3, 4, 5, 6 этажей были эти башни, и обязательно комната для гостя. Конечно, мы знаем, что и система отопления была в этой жилой башне, система отопления, которой пользуется по сей день. То есть, когда мы сегодня строим дом, у нас система отопления. То же самое происходило и там. То есть, печь Торхе Алцинах, эта печь, это надочажная цепь. То есть много очень легенд, связанных с надочажной цепью. Если кровник бежит от своих преследователей, он может заскочить к ним домой, ухватиться за надочажную цепь, и ему жизнь сохраняли. То есть насколько ценным считалась именно печь и надочажная цепь. И мы помним женщину, которая проживала, она как впервые пришла в этот дом, она не дала погаснуть огню печи. То есть она последняя ложилась спать, и собирая угли, она сохраняла это тепло. Она первой просыпалась утром, с рассветом она просыпается, и первое, что она делает, она разводит из тех же углей, которые не успели погаснуть, она разводит опять этот костер, разводит, то есть, чтобы приготовить кушать членам семьи, скажем. То есть, вот это вот подход к обязанностям. И женщина, которая пришла в чужой дом и сумевшая сохранить огонь в печи, не дать погаснуть этому огню, это действительно, это дорогого стоит, это как мы сегодня любим говорить, чеченская женщина достойна, чтобы ей поставили памятник, потому что все тяготы она переносит, и в последних войнах мы в этом убедились, что чеченская женщина достойна того, чтобы ей поставили памятник. Такие моменты мы помним. Во времена татаро-монгольского нашествия на равнине Хромой Тимур, который был здесь в горах, конечно, и быт, и архитектура, это все зависело от того, насколько долго приходят, скажем, враги на нашу землю. Трудно мне очень. Конечно, приходилось наблюдать. Пока не включаем, Конечно, сегодня реставрационные работы, которые проводятся, они немножко так не совсем правильно доносят до нас именно вот быт, скажем, или внутреннее убранство этой башни. Мы видим, для удобств туристов созданы некоторые моменты, так скажем, в башне у нас мы видим камень уложенный. Это не совсем правильно, раньше такого не было. Раньше были глиняные полы, то есть это мы видели и, скажем, в конце 70-х, даже до конца 70-х, в начале 80-х, в некоторых селениях глина и размазывает глину, то есть экологически чисто это, и очень чистенько бывает, когда а мне это приходилось видеть, и мы видим, скажем, в Хой или Пакоч, мы видим огромные камни, круглые камни с двух сторон с отверстиями. Это не что иное. Задают вопросы, и наши задают, и туристы задают вопросы, для чего этот камень, что это такое. Так вот, этот камень, он обходился покупателю целого коня, скажем, или быка. То есть этот камень предназначался именно для того, чтобы утрамбовывать глину на полу или на крыше дома. То есть это сегодняшний каток, асфальтовый пластик, скажем. То же самое происходило и в те времена.
Конечно, архитектура, вы видите, скажем, западной части республики Чечни, вот такова архитектура. И если вы видели Хойский историко-архитектурный музей, там совершенно другая архитектура. То есть восточнее там уже что-то другое. Мы видим уже утрамбованные, скажем, именно этим камнем укатанная глина, скажем, примерно так. То есть посыл таков, что крыша домов укатанный центрилен, и в доме то же самое происходило. Это очень трудно сейчас, знаете, вот, возможно, вы от меня ждете, что я расскажу, скажем, именно о Хой. Хой другая, как я уже сказал, другая архитектура. А в этих местах совершенно другая архитектура. И как-то, ну, разница огромная, даже разница и в башне, но это чеченская башенная архитектура, конечно. Скот содержался на первом этаже. Вы видите, что дома обычно, вот эти крепости, жилые галнаш, они строились не на ровной площадке. В целях экономии земли обычно на непригодных для земледелия склонах строились эти башни. И, естественно, на первом этаже, скажем, ну, здесь мы видим, вот здесь, обратите внимание, здесь на первом этаже сюда могли загнать скот, крупный рогатый скот или мелкий рогатый скот. И за счет, иногда в некоторых башнях, за счет тепла, скажем, из овчарни, скажем, то есть было и отопление выше. Да, это тепло идет наверх. Это в таких суровых условиях жили горцы. Тут надо предвидеть такую картину, что если все-таки народ вынужден был строить огромные башни или полубоевые башни, укреплять их стенами разными, то есть это говорит о неспокойных временах. Это говорит о неспокойных временах. И, естественно, в случае опасности скот, все равно каждый житель, они загоняли скот на первый этаж и уже могли вести оборонительные войны. Многочисленные русские источники сообщают о том, что сообщают о миллионных голов крупного и мелкого рогатого скота. То есть, чтобы содержать такое огромное количество, скажем, живности, естественно, там приводится такой смысл, что какова численность горцев, чеченцев на то время, и они не могут найти точную цифру, но подсчитывают, сколько голов скота было, это они видели, они их миллионами угоняли с равнин у чеченцев, и они примерно прикидывали, какое количество населения может быть на тот период в Чеченской Республике. Конечно, в этих башнях мы сегодня прокладываем дороги. Мы считаем, что это селение находится очень далеко по нашим меркам. А в те времена сел на лошадь и поехал. Они могли поехать и принимать участие в вечеринках, в субботниках наших, сегодняшний там, это Белхибук, Белхихилчи, Лоудани, Агенни, Юрта, Белхихилчи, Диквухилчи, Гора, Нахта, Ирше, Цигахан, Ирше, Иштюхса, Ирше, Замхилюи. Для них ничего не стоило поехать, собраться с друзьями, поехать в дальнее село, которое находится за десятки километров от их населенного пункта. Это нормальное явление было, общение было. И даже в сегодняшней Грузии, народы горцы Грузии, родственные нахскому этносу, и они поддерживали друг друга такие же отношения по горным, по узким горным тропам, не считаясь с определенной высотой над уровнем моря, они поддерживали родственные отношения, и жизнь продолжалась. Принятие гостя, как я уже говорил, это действительно гость, это человек, как говорится, от Бога. Все условия для этого создавались. В случае, как я уже сказал, в случае обороны, они рядом с то есть нельзя акцентировать внимание именно на этом объекте, потому что когда
население увеличивалось, они строили обыкновенные мазанки, могли построить чуть ниже, там, с той стороны или с этой стороны села. Но они жили в этих мазанках, но могли в случае опасности опять собраться в этих крепостях, закрыться и держать осаду. А сколько человек может вместить одна башня? Насколько это количество? Надо учитывать, и проживать они там. В жилых башнях, эта башня может быть на одну, скажем, семью, на одну фамилию, но у них растут сыновья, у них есть дочери, для них, естественно, отдельные комнаты, и сын, когда повзрослев, сын женится, это опять-таки в зависимости от периода времени, то есть были спокойные времена, были беспокойные времена, когда не хотелось далеко отпускать члена семьи, и для него рядом с этой башней строилось еще жилье. И потихонечку для одного построили, для другого построили, рядом, вокруг, скажем, вокруг башни. То есть эта башня, она уже потихонечку перерастала в замок. Целый замок, готовый долго держать оборону. Это было удобно, и непривычно было далеко отпускать члена семьи, даже он обзавелся с семьей. Вот эти башни, они в этих аулах, они были удобны тем, что в этих башнях, в некоторых башнях мы наблюдаем и были родники. В некоторые башни по трубам была заведена, это тысячелетия назад, была заведена вода, то есть башня могла долго держать оборону, потому что у них провизии навалом и воды достаточно воды. И мы знаем в некоторых башнях, скажем, это Нохшкилойский историко-архитектурный комплекс, и в старинной башне там была вода, то есть был родник. И мы знаем некоторые родники, которые по мере забора воды она наполняется. То есть в этой башне была вода. Или, скажем, в Макажой есть мечеть, которая была в 1852 году из жилой башни переделана в мечеть. То есть она претерпела реставрацию. И в этой башне, прямо в башне и в мечети и по сей день есть вода. То есть деятельность человека здесь, в этих селениях, это земледелие, это животноводчество. И мы и по сей день наблюдаем многочисленные террасы, то есть было очень сильно развито террасное земледелие. Конечно, террасы придумали не в 18, не в 19 веке, не в 17. Террасное земледелие было еще с Кабанской эпохи. И если мы наблюдаем, скажем, гора Кашкарлам в районе озера Кизинам, то есть в топониме сохранилось это название Ка. Ка – это земельный участок, земельный надел, и в топониме в народе так и сохранилось название. То есть гора из террас, из многочисленных террас. И эти террасы, кстати, мы видим, уходят вниз, в ущелье, многочисленные террасы, которые и по сей день местное население обрабатывает эту землю. Точно так же и в Шатойской котловине мы видим по сей день обрабатываемые террасы, и в других районах, везде. И когда мы ранней весной или поздней осенью мы проезжаем некоторые ущелья, мы видим сквозь опавшую листву, мы видим, что эти склоны сплошь состоят из многочисленных террас, уже заросших лесом. То есть народ был трудолюбив, народ работал. И такие моменты, когда классики 19 века, когда говорят, что эти люди жили только разбоем и грабежами, но это несостоятельность этих утверждений. Мы видим, народ работал, народ был трудолюбив, народ развивался. Рамзан, несколько этажов хлбаров, аж 5-6 этажов. Вот свой этаж, балкон, балкон. Дело в том, что вот эти вот этажи, которые мы видим, несколько этажей, скажем, на первом этаже там типа как подвальное помещение, там скот размещался, уже, скажем, это первый или как вот получается, второй получается. Там проживали взрослые члены семьи, то есть родители могли проживать. Выше это уже сын, там дочь и так далее. Ну, на третьем этаже, образно скажем, на третьем этаже там помещение для гостей.
И то, что мы видим, вот эти балкончики, они были не на каждой башне. Вообще экстерьер этих башен не предполагалось, скажем, вкрапление каких-то деревянных построек, перемычек там, то есть чтобы не поджигали снаружи, все это было с улицы из камня. А балкончики были только на верхних этажах, балкончиков таких, то есть предназначение этих этажей в случае, когда враг подошел и пробивает стену крепости, башни, сверху кидали камни. То есть чисто это оборонительного характера балкончики. И когда иностранные исследователи, европейцы, когда пришли вот в Чечню, когда они впервые увидели эти балкончики, они сказали, что они похожи на европейские машикули. Машикули — это французское слово, в переводе означает бить в шею. То есть предназначение одинаково. И, конечно, мы сегодня видим и в европейской архитектуре далекое напоминание именно этой архитектуры. То есть аланы, когда уходили с Кавказа, они также оказались и в Европе. Они в Европе оказались со своим языком, этимологией там, и в том числе и каменное зодчество оказалось там. И некоторые башни нам напоминают именно наши башни. Кстати, судя по всему, как они там получали продукты, там мясомолочная продукция, рассказывать о том, что вообще Чечня была житницей Дагестана. То есть Дагестан в основном это горные районы, и для народа не хватало огородчей, циркайшей, чтобы обеспечить весь народ. И они покупали зерно у нас. И оказывается, что... Они обменивались, по-моему, да? Да, и обмен, и продажа. И до экспансии царской России на Кавказе нохчи продавали зерно в Европу. Такие отношения были. Когда они впервые оказались у нас в Чечне, они восхищались. Посмотрите, какие там как ухожены поля у них, разные культуры посажены. Обратите внимание, на растительная система была очень сильно развита. Русин Василий Федорович, известный исследователь, первый секретарь там в Компартии, Урус Мартан, в Шатое он работал, совершенно владел чеченским и русским языками. И он говорил, что один Шатойский район обеспечивал мясомолочной продукцией весь промышленный Грозный, а промышленный Ямайри Грозный, это действительно очень развитый город был в этом понимании, как промышленный. А вот эта система, это растительная система Агач, Русин также говорил, что в Шатойской котловине можно засевать любую культуру, и нет необходимости в растительной системе, потому что ночная влага, частые дожди, они подпитывали любую культуру, и по сей день, это богатейший, конечно, был и в те времена район.